К позитиву. Якутия занимает лидирующие позиции в национальном рейтинге состояния инвестклимата по поддержке малого бизнеса. Рейтинг оценивает усилия органов власти по тому, насколько активно они создают благоприятные условия для ведения бизнеса. Всего в инвестиционный рейтинг вошло 76 регионов. В Якутии работает Республиканский центр поддержки предпринимательства с представительствами во всех районах республики, оказывающие информационную, консультационную помощь малому бизнесу, а с 2013 года реализующие и механизмы финансовой поддержки. Есть, конечно, в Якутии представители среднего бизнеса, в том числе и гостиничного. На этой неделе обновилось законодательство в сфере предоставления гостиничных услуг. С подробностями Александр Лысак. Директор гостиницы «Тыгын-Дархан» Марианна Слепцова показывает нам фотографии известных клиентов. За 20 лет гостиница зарекомендовала себя на рынке как одна из лучших в Якутии. Более 70 номеров, расположение в центре. «Тыгын-Дархан» попал в число тех, кого коснулись новые изменения в законодательстве в сфере гостиничного бизнеса. Теперь все гостиницы и отели, за исключением молодежных туристических лагерей и баз, а также ведомственных общежитий, обязаны устанавливать на входе табличку с указанием названия, места временного проживания, адреса и времени работы. Также полная информация о гостинице должна быть предоставлена на ресепшене. Вот 97-го года работали старые правила, да, и за это время, это же очень много времени прошло, да, и за это время немножко так частично только изменялись, но просто вот это, и наконец-то вот эти правила полностью обновились, потому что это просто требование времени. Под новые правила попали и хостелы, гостиницы для бюджетных клиентов. Например, при столичной гостинице «Арто Дайду» второй год работает хостел. Основные клиенты – это командировочные и приезжие из районов. В подобных номерах обычно размещают несколько коек, есть общая кухня и туалет с душем. Дело в том, что хостел и гостиница – это все равно разные вещи. Но у них должен быть, наверное, одинаковый закон, чтобы они работали на качество обслуживания, во-первых, и чтобы гостям, которые они принимают, было тоже достаточно комфортно. Одно из новых изменений, прописанных законом, это обязательное наличие у клиента документов, удостоверяющих личность. Обязательно гость должен иметь паспорт, независимо от российский или гражданин, иностранный или гражданин. Да, раньше допускалось удостоверение, другие документы допускались, и дети тоже обязательно должны иметь свидетельство о рождении до 14 лет, и обязательно их должны сопровождать их родители или законные представители. Как уже было сказано ранее, закон коснулся практически всех. Например, только гостиниц в России 5500. Что касается Якутии, то здесь цифра меньше в 100 раз. В республике всего 55 зарегистрированных гостиниц. Это без учета мотелей, хостелов и других коммерческих средств размещения. За надлежащим исполнением новых поправок следит Роспотребнадзор. То есть ведомство будет контролировать, а если надо, и наказывать гостиницы. Мы можем, в свою очередь, за непредоставление некачественных услуг привлечь к административной ответственности, то есть наложить административный штраф. Также мы можем помочь составить иск в суд или сами выйти в суд с иском или дать заключение. Примеров работы новых поправок множество. Самый простой. В вашем номере сломался телевизор. Если после обращения в администрацию гостиницы проблему не решили, то можно поменять апартаменты на точно такие же. Если же и этого не произошло, то идет замена на номер с более высоким классом обслуживания, например, со стандарта на люкс, и при этом без доплаты. Кроме этого, есть перечень услуг, которые гостиницы должны предоставлять клиентам бесплатно. Нитки, иголки, кипяток, потребителю предоставить корреспонденцию, вызвать скорую, предоставить медицинскую аптечку. Остальные услуги, они все идут платно, и они должны быть качественные. Однако новые правила не работают в одну сторону. Документ защищает не только посетителей, но и сами гостиницы. Об этом сказал исполнительный директор Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Главное, не стоит забывать, что и гостиница может стать жертвой постояльцев. Если кто-то разбил посуду или сломал мебель, то это придется оплатить по прейскуранту отеля.
Отметим, что законом предусмотрена классификация гостиниц, когда присуждается определенное количество звезд от 1 до 5. Раньше это было делом добровольным, сейчас может стать обязательным. При этом закон не делит крупные отели и хостелы. Проще говоря, они все находятся в одной лодке. Пока в правилах предусмотрено, что это касается тех субъектов, которых обязывает правительство. Ну, это, например, если проходит в каком-то регионе там чемпионат мира по футболу, например, да, и все гостиницы обязаны пройти классификацию на звезды. Ну, если брать только хостелы, то тогда по-любому будет сравнение. А если гостиница и гостиница, то тоже. Надо, наверное, так оценивать. Гостиница отдельно и хостел отдельно сравнивать. А не гостиница и хостел, каково. Естественно, гостиница будет лучше, чем хостел. Практически ничего не меняется в правилах бронирования. Оно теперь гарантированное. Если турист не успеет заехать к расчетному часу, то он оплатит 1 день проживания в номере. И не гарантированное. Не успел заехать, значит, бронирование просто аннулируют. Кстати, само время заезда теперь четко оговорено. В старых правилах не было расчетного часа, но гостиницы уже давно работают вот с этим расчетным часом, который введен 12 часов, да? Поэтому, в принципе, таких сильных больших изменений нет. При этом представители республиканского гостиничного бизнеса не перестают подчеркивать, что уже давно работают по таким правилам. Просто сейчас все прописано согласно букве закона. В свою очередь, парламентарии и сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что поправки о гостиничном бизнесе приведены в соответствие с законом о защите прав потребителей. Именно последних и защищает в большей степени недавно принятый документ. Александр Лысак, Евгений Лугинов, Дмитрий Сергучев и Каролина Босикова. Якутия. День за днем.